Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 21 октября 2020 года. Это среда. Посмотрим, какой день нас ждет. Туз чаш у нас выпадает карта. Это значит, что будет очень приятный день. Это значит, что нам предоставляются какие-то очень хорошие возможности для реализации того, что мы давно хотели. Это может быть и встреча с новым человеком, это новая любовь, либо примирение, если была ссора в паре. Это может быть какое-то предложение по работе, это может быть какой-то очень приятный подарок. В общем, все, что нас порадует, это сегодня как раз наш день. Также это карта, которая говорит о самореализации. Когда вот мы долгое время к чему-то стремимся, наконец-то у нас это получилось, и мы даже как бы признание получаем. В нашу честь вот можно поднять кубок, да, то есть здесь действительно какое-то достижение очень хорошее, которое радует. А также эта карта связана очень часто с близкими людьми, с домом. Это день, когда мы можем какой-то праздник организовать для своей семьи, для своих друзей. И не обязательно дома, да, мы можем где-то встретиться в кафе или в ресторане. В общем, карта, когда у нас действительно все мысли, все чувства направлены в какую-то приятную сторону, связанную с тем, что мы так любим. Хорошее время для того, чтобы что-то найти. Если, допустим, потеряли какого-то человека, допустим, из виду, да, никак не могли найти, там, может быть, его адрес, с ним связаться, вот сегодня можно это сделать. Или вещь, допустим, какая-то важная была потеряна, тоже сегодня можно найти. И купить, приобрести то, что мы давно мечтали, тоже, может, долгое время искали, не появлялось этого, да, теперь появилось. Какие-то возможности, ну, допустим, учиться не было возможности, тут открывается какой-то шанс. В общем, карта действительно очень хорошая, для каждого она будет по-своему проигрываться, потому что это именно то, что у нас глубоко в душе, это то, что мы любим, вот именно это и будет приходить в жизнь, проигрываться самым лучшим образом. Какое-то новое здесь у нас, новый период жизни, который очень важен для наших чувств. Что будет мешать? Будет мешать Луна. Любые сомнения, когда мы подвергаем все, знаете, критики какой-то внутренней, да, надо мне это, не надо, хорошо ли, плохо ли, когда мы слишком далекие планы какие-то строим, когда мы не принимаем вот то, что есть, да, вот нам дается, а мы сомневаемся, или, допустим, начинаем советоваться с кем-то из членов семьи, а нам говорят: нет, зачем тебе это нужно, ну так ведь это наше чувство, это наша любовь, это то, что нам нравится, зачем спрашивать у кого-то другого? Что будет мешать? Будет мешать валет мечей. Это непродуманные действия. Это, знаете, когда мы можем как-то разумом как бы исследовать чувства, да, то есть разум и чувства, они все-таки параллельно идут, да, то есть очень трудно разумом понять чувства. И вот, допустим, нас что-то очень радует, или интуиция нам подсказывает, что это то направление, та работа, тот человек, который нам нужен, а разум говорит: нет, этого не нужно делать. И здесь действительно тогда мы можем вот отказаться от того, что нам действительно дорого. Поэтому все-таки нужно следовать своей интуиции, чувству своему, тогда все будет правильно, в порядке, тогда мы не пропустим вот этот шанс, который нам дает судьба. Отношения для тех, кто в поиске партнера, шестерка жезлов. Но карта говорит о том, что как раз вот есть возможность после долгих поисков найти человека близкого по душе. Это прям карта знакомства, карта, когда мы встречаем человека, который способен вот быть с нами парой, да, помогать в любых ситуациях. Мы ему помогаем, он нам. То есть здесь именно равноценные, равноправные отношения, теплые, с любовью, очень хорошая пара может получиться. Но опять же, здесь обязательно нужно действовать. Здесь нужно не просто ждать, потому что это все-таки жезлы, да, это нужно, чтобы была инициатива с двух сторон.
Ну, может кто-то первый начать, да, но второй он подхватит. Так, теперь для тех, кто в паре. Шестерка мечей выпадает. Тоже шестерка, тоже карта гармоничная. И здесь, скорее всего, будут решаться какие-то вопросы, связанные с обязанностями, да, это может быть обязанность заработать денег, это может быть обязанность там в чем-то поддержать. В общем, то, что мы обещали когда-то, сегодня мы можем начать реализовывать. А также сегодня в паре очень важно быть честными. Если есть что-то, знаете, такое, ну, не очень красивый какой-то поступок, допустим, совершили, вот желательно сегодня об этом сказать, потому что через какое-то время информация может выйти наружу, и это вас может очень сильно друг от друга отвести, да, рассорить. Вот лучше поговорить и сказать, ну, что вы действительно сожалеете, там, хотели бы исправить или не понимаете, как получилось, и вот там такого больше не допустите, ну, вот что-то в этом роде, да, но если действительно вы это чувствуете, то здесь именно карта правды. Вот нужно это прочувствовать, осознать, тогда будет действительно не зря эти слова сказаны. Если вы не чувствуете, что вы как бы совершили ошибку и говорите о том, что извини, да, то тогда, конечно, здесь ничего хорошего не получится. Для тех, кто в ссоре, выпадает у нас восьмерка пентаклей. Карта говорит о том, что неплохо было бы поработать над отношениями, да, вот если вы хотите их продолжать. То есть здесь, конечно, не дастся ничего просто так. То есть здесь действительно нужно будет менять себя, менять, может быть, отношение к партнеру. И также подарок здесь может помочь. Работа для тех, кто в поиске работы. Валет пентаклей. Какая-то новая возможность может открыться. Скорее всего, это такое дело, которое как бы не совсем в вашем опыте, да, то есть вы еще такого не делали никогда, и может быть такое будет смущение, нерешительность, да, вот можете думать, нет, я не возьмусь за это, и зря отвергните тогда тот шанс, который дает судьба. Соглашайтесь, вы постепенно придете к тому, какой вот опыт вам нужен. То есть начинать, и здесь как бы и денежное будет развитие, и рост будет в карьере, и вы будете, в принципе, стабильно себя чувствовать. Да и развитие такое достаточное. Для тех, у кого уже есть работа, туз жезлов, еще один туз. То есть действительно день очень важный, день, когда вот от нас зависит, как пойдут дальше дела. Скорее всего, здесь туз жезлов это может быть как новое предложение, да, новой работе, новой должности. Какая-то перемена очень важная, которая вот нас продвинет сильно. Поэтому, если такие предложения поступают, вы соглашаетесь. Или, может быть, какой-то проект новый, который, может быть, вы не делали никогда, или поездка, может быть, командировка какая-то, да, в общем, действительно, здесь нужно отвечать «да» на все, что сегодня предлагают. Для тех карт, кто своим делом занимается, карта башни выпадает, в принципе, для бизнеса, для своего дела эта карта очень даже хорошая. Если вы выполняете все законы, да, то есть у вас все как бы правильно происходит, все оформлено, и если у вас, ну, как бы ваше само дело, оно не противоречит ну, какой-то пользе людям, да, то тогда это какое-то высокое достижение будет в работе, да. Это может быть какая-то крупная сделка, да, башня, то есть максимум того, что вы, ну, как бы могли достичь, да. Это может быть сделка, связанная с недвижимостью, переезд на новое место. Может быть, здесь, конечно, и негативное будет, но смотрите, башня, она разрушает только то, что отжило. Если сегодня что-то уходит, значит, хорошо, значит, обязательно есть что-то новое, что придет взамен. То есть не нужно цепляться, не нужно жалеть. Все, что разрушилось, даже люди, если какие-то ушли, допустим, из компании, или там клиенты, то обязательно придут новые. Да? Если одно направление
закрывается, обязательно рядом где-то есть новое. То есть нужно смотреть, обращать внимание. Здесь у нас 2 туза и старший аркан башня. Да, это какой-то кризис может быть. Если, допустим, у вас все идеально в вашей компании, да, если вы вовремя перестроились, если у вас все по закону, то для вас башня, наоборот, как взлет такой проиграется. Если же что-то не так, то будет, конечно, какая-то кризисная ситуация, но, опять же, в этот же день есть возможность и что-то поменять, перенаправить, да, там, где вот улучшение будет для вашего бизнеса. Финансы для тех, кто на зарплате, король мечей. Но здесь вполне может быть зарплата или может быть какое-то, знаете, поощрение. Ну, допустим, за хорошо выполненный проект, да, это как единичное такое, как выигрыш какой-то может быть. Также здесь и помощь от близкого окружения, от друзей, от каких-то проектов, связанных с интернетом, связанных с большим количеством людей. Вот здесь отсюда приходят деньги. Для тех, кто своим делом зарабатывает, король жезлов, но здесь вы сами регулируете вот все финансовые потоки. Вообще король жезлов – это идеальная карта для того, чтобы продвигать свои финансы, может быть, на новый уровень, заключать новые договоры, заключать сделки. Вот эти карты, они очень похожи, но, опять же, вот намек на то, чтобы все было по закону, чтобы все было правильно, полезно и так далее, чтобы мы сами не завышали слишком свое значение, да, не проявляли какой-то эгоизм. Если вот придерживаться этой линии, то будет какой-то очень хороший доход сегодня. Здоровье. Десятка пентаклей выпадает для здоровья, но это, девятка пентаклей выпадает для здоровья, это очень хорошее личное здоровье. Но также карта говорит о том, что о здоровье все-таки нужно заботиться, поддерживать. Да, сегодня день такого хорошего потенциала, да, то есть много сил, много энергии, но все-таки девятки, они как бы могут расслабить. Мы можем думать, что как бы у нас и так все хорошо, зачем нам о здоровье заботиться, да, и вот можем сегодня как-то допустить какие-то излишества, допустим, что-то лишнее там покушать, выпить и так далее. Прям будет очень сильно хотеться. Но не нужно забывать, что все вот эти действия по отношению к своему здоровью, к себе, они имеют накопительный эффект. Да, может быть, один раз кажется и ничего страшного, но это все накапливается. Ведь раньше тоже было один раз, да, и еще может быть, и так вот таким образом может портиться здоровье, да, можем уходить от правильного питания, от правильного режима и так далее. Вот сегодня важно вот умеренность такую соблюдать. Итог дня. Рыцарь чаш. Замечательно. Вот начинается у нас день с чаш и заканчивается чашами. Да? То есть мало того, что нам даются какие-то возможности, мы еще можем их разделить, вот эту радость от того, что приходит в нашу жизнь, мы можем разделить с близкими людьми. Мы можем как бы побыть в кругу друзей, семьи и вот насладиться тем счастьем, которое приходит в нашу жизнь, той удачей. И тут самое главное, вот не спрашивать совета, а просто самому принять решение и затем как бы отметить, скажем так, это событие в кругу близких, в кругу семьи, в кругу друзей. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.